Напомню, что новая коронавирусная инфекция впервые была зарегистрирована 31 декабря 2019 года в городе Ухань. Пока в других странах и в России в том числе фиксируют нестабильную эпидемиологическую обстановку, в Ухане 26 сентября текущего года не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Для справки отметим, что численность населения этого города около 12 миллионов человек. По мнению специалистов, побороть эпидемию им удалось благодаря строгим мерам и ответственности самих жителей, которые не верят в теории заговора, дисциплинированно надевают маски и проходят вакцинацию. Напомню, что в Кызыле сейчас функционирует 4 дополнительных прививочных пункта. К этому времени полный курс вакцинации в Туве прошли свыше 82 тысяч человек. А вы прошли полный курс? Да. Скажите, почему вы решили вакцинироваться? Чтобы дальше не болеть. Надо защищаться от коронавируса. По данным Минздрава Тувы, третья волна новой коронавирусной инфекции унесла наибольшее количество жизней из-за распространения штамма Дельта, характеризующегося стремительным развитием тяжелых осложнений. Отметим, что с 1 января ковид унес жизнь 183 человек. В преобладающем большинстве случаев скончавшиеся не были вакцинированы. За неделю с 18 по 24 сентября всего выявлено 402 случая заболевания COVID-19. Из них 145 – это дети до 17 лет. По детям, школьникам у нас на самоизоляции находится 34 класса, 175 детей. Из них по городу Кызылу 7 классов и по районам 27 классов. Все меры направлены на своевременность выявления изоляции детей проводятся. Тем не менее, необходимо для руководителей органов местного управления непосредственно контроль ответственных должностных лиц за проведением профилактических мер. Рост отмечается среди детского населения, поэтому доля увеличивается еженедельно. И в связи с этим необходимо усилить все меры, направленные на профилактику. В целом по республике отмечается снижение контроля за исполнением режима ограничений. Несмотря на запреты, банкетные залы и рестораны под прикрытием продолжают проводить торжества. Закрытые окна, черный вход, отключенный свет и другие методы конспирации применяются на деле. Однако пару часов веселья могут стоить чьей-то жизни. 25 сентября в целях профилактики были организованы ночные рейды, где участвовали представители Роспотребнадзора, мэрии и полиции. Всего проверено 9 банкетных залов, в одном из них проводили свадьбу. Специалистами управления Роспотребнадзора по данному факту проводится административное расследование по статье 6.3 КоАП России. Выявлены были факты. В рамках админрасследования управления Роспотребнадзора привлекаются к ответственности, направлены материалы в суд. Это по кафе, по ресторану «Аристократ», банкетный зал «Причал», кафе «Татьяна», банкетный зал «Саяна», ресторан «Алдендос» и другие. На сегодняшний день те уполномоченные органы, которые призваны контролировать решение оперативного штаба указа главы республики, это уполномоченные органы министерства, ведомства, службы, правительства республики и муниципальное образование, которые сегодня просто обязана обеспечивать контроль за ходом и за исполнением указов главы республики. На сегодняшний день очень слабо контролируется. Для примера, в конце августа в Северной Осетии из-за коронавируса запретили проводить свадьбы. Отметим, что в регионе, как и в Туве, празднование торжества традиционно собирает несколько сотен гостей. Крепкие объятия, поцелуи, танцы, поздравления молодоженов и наставления взрослых – именно так характеризуются сегодняшние свадьбы. А теперь только вдумайтесь в следующую статистику. Бессимптомные носители передают коронавирус в 59% случаев. А пока люди думают, что носить маски и вакцинироваться – это личное дело каждого, в какой-то семье теряют близкого человека. Айра Садкузел Сарысарен, Тува 24.